надо сказать, это республиканская организация профсоюза работников физической культуры и спорта Российской Федерации, здесь региональное отделение, было создано, значит, в декабре, 18 декабря, но мы организацию регистрировали с марта месяца. И решили с Министерством спорта провести спартакиаду среди работников учреждений спорта. Сегодня участвуют 11 команд, и в этом и из городских, и с районных, с улусных организаций, начиная с Нерюнгри, Сунтара, вот, и Чурапчинского улуса, значит. Поэтому сегодня мы проводим уже второй этап. Провели мы уже первый этап уже по лыжным гонкам, и стрельбе, и по плаванию. Всего у нас в спартакиаде программа 8 видов. Сегодня мы проводим второй этап. Это летние виды спорта. Значит, это сегодня мы уже провели легкоатлетическую эстафету по 9 этапах с участием первого этапа именно руководителя. Вот. И проводим сейчас вот, спортивное многоборье. Вот. И папа, мама, спортивная семья. Сегодня вечером мы дадим старт по мини-футболу, где будут участвовать 9 команд. Мы сейчас будем постепенно, значит, набирать сборную команду, будем тренировать, готовить и будем достойно участвовать на будущем году в спартакиаде трудовых коллективов Республики Саха-Якутия. Спартакиада спортивных работников будет проводиться ежегодно, так как с этого года работает профсоюз работников физической культуры и спорта. Эту идею они развивают, я думаю, будут развивать постоянно, в дальнейшем участвуя как на республиканских, так и на всероссийских соревнованиях данных соревнований. Мы участвуем уже не первый год. Мастерство команд и количество команд с каждым годом растет, мне приятно играть в таком вот спортивном комплексе. Я считаю, сегодня победила команда, которая заслужила, сильнейшая школа, футбольная школа Республики Саха-Якутия. Они заняли первое место, с чем их и поздравляем. И вот мое мнение об этом турнире, о футбольном, я думаю, достаточно высокого качества. Во-первых, проведение соревнований. Участники все квалифицированы в прошлом, футболисты, либо тренера, либо играющие спортсмены сейчас. То достаточно уровень, скажем, этого турнира высокий. И в целом прошло все в такой дружественной, спортивной, интересной борьбе. На втором этапе не смогли приехать команды Сунтара Нюрбы, не смогла приехать команда Алдана, не в полном составе приняла участие. Остальные команды принимали участие. Прошли соревнования по 4 видам спорта. Это легкоатлетическая эстафета. Здесь победила команда Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчары. В комплексных соревнованиях победу одержала команда управления физкультуры и массового спорта. В течение 2 дней прошли соревнования по виду спорта «Папа, мама и я. Спортивная семья». Соревновались папа, мама и ребенок, соревновались в шашках, легкоатлетической эстафете. Потом бросали дартс и играли в настольный теннис. Здесь победила команда РЦНВ имени Манчары. Сегодня вот только что завершился футбол. Здесь победила команда школа футбола
и спортивного комплекса «Энергетик». На втором месте школа высшего спортивного мастерства. И на третьем месте Люсиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Осталось один вид спорта – волейбол. Осенью в декабре будут играть и мужчины, и женщины. И дают отдельный зачет и мужчины, и женщины. В данный момент лидером является Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. У них 18 баллов. Школа высшего спортивного мастерства 21 балл идет на втором месте. И на третьем месте идет управление физической культуры и массового спорта 29 баллов.